Данный трубопровод предназначен для подачи технической воды с известнякового карьера на обогатительную фабрику. В предыдущие годы предприятие пользовалось водой, которую качали из реки Туяляс, а это несло за собой затраты на содержание плотины, 2 насосных станций, на уплату взносов за водопользование. Тем временем в известняковом карьере ежегодно скапливалось довольно много воды, около 1 миллиона кубометров в год. И чтобы карьер не затапливало, приходилось откачивать эту воду, что тоже требовало финансовых затрат на откачку и водосброс соответственно. В 2013 году было принято решение оптимизировать данный процесс. В 2014 были произведены расчеты экономических показателей расходов на строительство объекта. Специалисты предприятия после исследований пришли к выводу, что химический состав воды на известняковом карьере соответствует необходимым нормам, а значит, этот водный ресурс может быть применен для обеспечения фабрики, которая нуждается в среднем в 650 тысячах кубометров воды в год. Основной вопрос для строительства созрел в 2012 году в связи с тем, что водные ресурсы дорожают. Значит, эксплуатация в водохранилищах «Удалас» обходится в кругленькую сумму. В связи с этим было принято решение использовать свои же воды, которые мы откачиваем из карьера и которые нам для технологических нужд, в принципе, свободно подходят. Значит, для того, чтобы их сбрасывать в реку, нам нужно строить очистные. Поэтому мы просто развернули их на свой технологический цикл. На данный момент, получается, с четверга мы запустили полностью по всему циклу. Эксплуатируется у нас насосная уже в полном режиме. Никаких отклонений пока за эти сутки не было. На данный момент построена новая современная насосная станция, усилено электроснабжение объекта. От известнякового карьера до обогатительной фабрики проложен новый трубопровод протяженностью порядка 5 километров. Произведена наладка распределяющего устройства на 6 киловольт. 24 марта произошел успешный запуск нового трубопровода. Предприятие прекратило забор воды из реки Туяляс. Надо заметить, что все оборудование, установленное на объекте, отечественного производства. Подрядчиками выступили местные строительные организации. По подсчетам специалистов Сибайского филиала УГОК, ежегодная экономия при обеспечении обогатительной фабрики технической водой из известнякового карьера составит сумму порядка 11 миллионов рублей в год, а все затраты на строительство объекта окупятся уже к концу 2017 года. Алина Полянская, Айгуль Хамитова, Дамир Хайбуллин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.